Начинаем вот такую передачу. Сейчас пока будет заставка. Я сейчас отключу. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы начинаем очередное заседание Совета методического объединения учителей географии. И сегодня рассмотрим актуальные проблемы школьного географического образования, а именно единый государственный экзамен по предмету география. Рассмотрим структуру КИМов, результаты прошлого года, рекомендации по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. На первом этапе мы дадим ответ на поступивший вопрос от учителей географии. Далее рассмотрим проанализируем структуру КИМов и результатов ЕГЭ по учебному предмету география. Проведем разбор заданий, вызвавших наибольшие затруднения учащихся, и дадим рекомендации по подготовке обучающихся к ЕГЭ по нашему предмету. Значит, поступил такой вопрос. Почему нельзя пользоваться картами при выполнении заданий Олимпиады муниципального тура? Этот вопрос мы адресуем председателю регионального жюри Надежде Васильевне Колеговой. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие учителя. Разрешите поздравить вас с Новым годом, пожелать вам всего самого наилучшего. Но прежде всего структура заданий Олимпиады была построена таким образом, что были предложены работы по номенклатурному материалу. Раз номенклатурный материал, который нужно было расшифровать, требовался по нашему стандарту и требования к знаниям номенклатуры, то понятно, что отпадает само собой пользование картами. Но вы знаете прекрасно и другие олимпиады всех, как говорится, уровней, не только муниципального, но и республиканского, и заключительного этапов, они предполагают не пользоваться никакими другими средствами, кроме разрешенных. Это линейки, калькулятора, транспортира и так далее. Поэтому, соответственно, соблюдая все правила и требования, мы не берем никакие атласы, карты для выполнения заданий. Спасибо, Надежда Васильевна. И сразу переходим ко второму вопросу. Проанализируем структуру КИМов и результаты ЕГЭ по учебному предмету география. Виктория Владимировна, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я предлагаю проанализировать КИМы по предмету география. Конечно, многие учителя знакомы с КИМами, но все-таки вспомнить, как говорится, лишний раз неплохо. Итак, прежде всего надо отметить, что проверке подлежат следующие разделы школьного курса географии. Это источники географической информации, это природа Земли и человек, население мира, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, регионы и страны мира, а также курс географии России. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включает в себя 34 задания, которые отличаются формой и уровнем сложности. 18 заданий – это задания базового уровня, 10 заданий повышенного уровня, 6 заданий высокого уровня. Ну и на задание базового уровня приходится 51% максимального первичного балла. На задание повышенного и высокого уровня приходится 26 и 23% соответственно.
Первая часть содержит 27 заданий с кратким ответом. Из них 18 заданий базового уровня сложности, 8 заданий повышенного и 1 задание высокого уровня сложности. В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с кратким ответом. Первое – это задание, где требуется записать ответ в виде числа. Второе – это задание, где требуется записать ответ в виде слова. Далее это такие задания, где требуется установить соответствие географических объектов и их характеристик. Задания, которые требуют вписания в текст на месте пропусков ответов из предложенного списка. Задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка и задания на установление правильной последовательности. Ответами к заданиям части 1 являются цифра, число, последовательность цифр или слово, ну, может быть, словосочетание. Если мы с вами посмотрим на то, какие основные умения и способы действий проверяются в КИМах, то знать и понимать проверяют 14 заданий, за них можно получить 18 баллов. Требования уметь проверяют 11 заданий, за них можно получить 14 баллов. А требования использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, таких заданий 2, за них можно получить 2 балла. В зависимости от типа сложности задания, его выполнение оценивается разным количеством баллов. Так, например, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17. Также с 19 по 27 задания оцениваются 1 баллом. За выполнение заданий 3, 7, 11, 14, 15, 18, в зависимости от полноты и правильности выполнения, к ответу присваивается 2 балла. Или точнее до 2 баллов. Вторая часть содержит 7 заданий, в первом из которых необходимо правильно построить профиль, а в остальных дать развернутый ответ на поставленный вопрос, а также сделать правильные математические вычисления. Содержание раздела в части 2 также проверяют источники, включают такие разделы, как источники географической информации. Задание 28-30 «Природа Земли и человек» встречается в заданиях 29, 30 и 32. Население мира может проверяться в задании 29. Мировое хозяйство в 31 задании. Природопользование и геоэкология в задании 30. И география России в задании 29, 33 и 34. Ну и вот уже второй год, да, по-моему, второй год в каждый комплект КИМ включены справочные материалы, то есть контурные карты. Контурная карта политическая мира, где отсутствуют названия столиц государств, но границы государств имеются и подписаны государства, а также контурная карта федеративного устройства России. Обратите внимание тоже, что карты без только административная, только подписаны административные субъекты Российской Федерации, нет рек, да, не подписаны озера и не подписаны областные или центры или столицы, например, тоже не подписаны. Но чтобы перейти к результатам ЕГЭ по географии, нужно сказать, что с каждым годом все сложнее и сложнее идут задания единого государственного экзамена. Вы помните, наверное, что еще недавно ЕГЭ состояла из 3 блоков: часть А, часть Б и часть С. Часть А, так называемая угадайка, была убрана практически из всех экзаменационных работ, в том числе и по географии. Задания части Б усложняются. Части С в течение длительного времени остаются стабильными, но в том числе надо отметить и сказать, что также мы можем видеть задания, идущие на увеличение от 6 до 7, и, конечно, количество баллов за все задания части 2 на сегодняшний день оцениваются в 2 балла. Так что структура, о которой мы сейчас с вами говорили, и о задании, мы можем смело сказать, что да, идет усложнение, потому что единый государственный экзамен должен выявить сильнейших учащихся,
которые успешно могли бы учиться в престижных учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов. То есть самые умные, самые одаренные, им дорога открыта в престижные учебные заведения благодаря единого государственного экзамена. Ну а теперь перейдем к результатам ЕГЭ по географии. Как мы видим здесь, количество участников за последние 3 года выборка сделана. Видите, в 2015 году 195. Это всего лишь 4,6%. 16 год 220 человек, 4,39%. 17 год 160 человек сдавало, и это 3,36%. Как мы видим, количество участников, которые выбрали и выбирают географию, очень и очень мало. И причиной такого небольшого количества учащихся, которые выбирают географию, является то, что в различные учебные заведения география при поступлении не является востребованным предметом. Вот это причина. А количество столь малое еще определяется малым количеством детей, которые оканчивают школу. Если же посмотреть процент юношей и девушек, то мы видим, что большее количество географию сдают все же мальчики, юноши, почти 60%. Ну, это объясняется прежде всего тем, что география для них как более интересный предмет, и география из науки описательной стала предметом прежде всего таким важным и с математической основой. Поэтому, конечно, сделать точные расчеты, вычисления, построить профиль – это больше, как говорится, мы считаем, все же, имея такой склад, они имеют мальчики. Здесь показано распределение участников ЕГЭ по географии по тестовым баллам в 2017 году. Как мы видим, что в интервале 0, 9, 10, 19 таких участников нет. 20, 29, 6 учащихся, 30, 39, 12, 40, 49, 26, 50, 59, уже 48. И самое наибольшее, как мы видим здесь в интервале, выполнили 60, 69. Уменьшается количество, как мы видим, и к большим баллам 70, 79 интервал. Всего лишь 9 участников, 80, 89 только 2 и 90, 100 всего лишь 3 человека. Если говорить о результатах по географии за последние 3 года, не преодолели минимального балла в 2015 году 12, в 2016 16, в 2017, посмотрите, 11. Уменьшение мы видим здесь. А средний балл, если посмотреть, то более высокий был в 2016 году 57, а в 2017 году 55-82. Как мы уже сказали, конечно, рассматривать и сравнивать очень сложно, так как задания постоянно меняются. Ну и получили от 80 до 100 баллов в 2015 году. Таких учащихся было много. Посмотрите, 16. В 2016 году 14, а в 2017 году лишь 5. В 2017 году нету ни одного 100-бальника, хотя в предыдущие годы было по 2 участника. Не достигаются требования стандарта при выполнении следующих заданий. Это задание номер 11. Процент выполнения 46,88%. В этом задании проверялись знания и понимание географической специфики Позже, да? наиболее крупных стран мира, особенности их природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, специализации страны в системе международного географического разделения труда и уровня социально-экономического развития. В прошлом году в задании это была страна Бразилия. Задание 13. Процент выполнения 44,38%.
В этом задании проверяли знания о размещении основных отраслей промышленности России, в данном случае крупнейшие центры металлургии. В задании 19 процент выполнения составляет 46,88%, в котором проверяли знания и понимание специализации стран также в системе международного географического разделения труда. В задании были крупнейшие производители газа. И самый низкий результат выполнения задания номер 4. Процент выполнения составляет 21,88%, в котором проверялось знание географических процессов и явлений в гидросфере, ну, например, режим реки Волга. Также низкие показатели в заданиях номер 24, процент выполнения составляет 38,13%. Здесь проверялось умение определять страну по краткому описанию. Задание 25, процент выполнения составляет 48,13%, в котором проверялось умение определять регион России по его краткому описанию. Также не достигаются требования стандарта при выполнении заданий части 2. Например, задание номер 32. 30,94% выполнения, в котором проверяли знания и понимание географического следствия движения Земли, в данном случае определение географической долготы пункта. В задании номер 29 процент выполнения составляет 36,56%, в котором выпускники должны объяснить существенные признаки географических объектов и явлений, а также выявить и объяснить свойства океанических вод для развития коралловых построек. Задание номер 30. Также низкие показатели выполнения 39,6%. У выпускников наблюдается затруднение в использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для анализа климатограмм и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных компонентов. В данном случае определение горной системы с более низким положением снеговой линии по статистическим данным. Ну и далее мы перейдем к разбору заданий. Да. Значит, чтобы рассмотреть вот то, что западает, потому что мы не ставим цель все от начала до конца посмотреть, все задания. Были задания, которые выполнены хорошо. Допустим, мы научились практически определять координаты пункта, там выполнение почти 80 с небольшим процентом. Научились строить профиль учащиеся, и тоже выполнение довольно хорошее. А мы остановимся на тех заданиях, которые вызвали наибольшие затруднения у учащихся. Начнем с самого низкого задания, задание номер 4. Как вы видите, выполнение данного задания всего лишь около 22%. Давался текст. Вот такие задания, они введены в последнее время, и количество, имейте в виду, увеличивается с каждым годом. Значит, допустим, уже в демверсиях уже 3 задания подобного рода включены. Кто знает, может, такого рода задания и будут в будущем иметь определенный вес. Итак, дается текст. Внизу мы видим список слов, словосочетаний: магма, лава, разлом, движение, горная порода, мантия. Текст может быть самый различный. Вот в данном примере текст посвящен Южной Америке. В рельефе этой части материка почти нет резких колебаний высот. Редки землетрясения. Отсутствуют действующие вулканы. Здесь много миллионов лет назад, вертикальные, и учащийся должен подобрать. Понятно, что попадает здесь цифра 2. Движение земной коры привели к образованию бразильского и гвианского плоскогорья. При этом в земной коре образовались, что может образоваться? Образоваться могут разломы. Вот цифра 5, в которой внедрялась цифра 1,
понятно, внедряться может только магма, а изливаться может лава. Рельеф плоскогорья разнообразен, столовые горы чередуются с холмами, с холмистыми пространствами, их сменяют невысокие массивы, изрезанные ущельями. И вот такие подобные тексты у нас сегодня имеются в заданиях. Подожди, да. На что бы я хотела обратить внимание? Здесь при работе с подобными текстами нужно работать над терминологией, такими понятиями, как движение, какое может быть движение, разницу между магмой и лавой, разлом, понятие горная порода, мантия. Видите, сколько здесь всего. Ну и такой низкий процент, значит, где-то учащиеся ошиблись. По всей видимости, как мы предполагаем, потому что мы не имеем информацию, изучать задания. Вы знаете, первая часть проверяется, анализируется в Москве. Поэтому, конечно, здесь, наверное, ошибка. Вместо магмы указана лава. И поэтому, соответственно, такой низкий процент выполнения подобного задания. Следующее задание, как вы видите, 11-е. Подобная работа. Но данная работа уже связана с курсом «Экономическая социальная география мира». Здесь даются географические особенности Испании. Вместо Испании может быть любая страна. Ну вот в данном примере мы с вами видим список слов: выше, ниже, монархия, республика, оливки, семена подсолнечника. И текст. Испания, обладая всеми характерными чертами экономически развитых европейских стран, имеет ряд географических особенностей. По форме правления она является, ученик должен выбрать из двух: монархия или республика. Понятно, что это страна монархия, монархическая форма правления. Испания имеет развитую промышленность, представленную практически всеми современными производствами, и высокоинтенсивное сельское хозяйство. Испания является мировым лидером по производству, и опять же выбор сельскохозяйственного производства он должен выбрать между оливками и семенами подсолнечника. Понятно, что здесь оливки, средиземноморский тип климата, который определяет выращивание в большом количестве. И последнее: доля продукции АПК в общем объеме экспорта страны в данном примере выше, чем в большинстве других западноевропейских стран. Очень большую роль в экономике страны играет международный туризм, как дополнение дается. Ну и вот он должен выбрать по списку. Чтобы выйти на особенности географических стран, а этих стран довольно много, вы прекрасно понимаете, то, конечно, очень важным является при изучении уже начиная тем политическая карта мира. Ученики должны будут вызубрить, выштудить, как говорится, монархии и, конечно, федеративные формы правления. Поэтому, давая карту, допустим, Европы, просите учащихся не только дать расшифровку стран и их столиц, а рядом написать буквенное обозначение М там, где монархия, республик больше, вы знаете, и там, где еще и конституционные, потому что в данном примере монархия и республика, а кто его знает, в заданиях могут быть, наверное, и есть в других вариантах, такие как федеративная форма и унитарная форма. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание еще на следующие. Это мировые лидеры по производству. Поэтому, изучая страны, изучая различные территории, обращайте на это внимание, которые являются мировыми лидерами. Но задание 11 выполнено лучше, чем предыдущее. И это объясняется, что все же в 10, а то и в 10-11 классах, там, где ведется география, ученики знакомятся с экономической, социальной географией мира. Поэтому еще свежо. Но опять же, посмотрите, стандарт в данном примере не выполнен. И
Это как раз боль, тревога при выполнении и подготовке учащихся. Следующее задание, 13-е. В каких 3 из перечисленных регионов России ведется добыча природного газа? Значит, из большого количества, видите, тут 6 дается, 3 необходимо определить. В данном примере это Астраханская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ или Югра. Обратите внимание, что здесь может быть добыча природного газа, может вместо природного газа быть добыча нефти, добыча соли, калийной или каменной и так далее, и тому прочее. То есть учащиеся должны знать и нашу страну. По нашей стране довольно много заданий, как мы уже видели по географии России. Да. Следующее задание, 19-е. Тоже посмотрите выполнение такое же, как предыдущего. В каких 3 из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на тепловых электростанциях? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны. Понятно, что из перечисленных стран Кувейт, Россия, Саудовская Аравия. Те страны, которые обладают большими ресурсами топливно-энергетическими. Ну, если говорить о Бразилии и Норвегии, это гидроэлектростанции. Франция, соответственно, атомные электростанции преобладают. Задание 24, казалось бы, описательного такого рода, но тоже вызывает большие сложности, и не все могут определить. Здесь учащиеся при выполнении задания 24 и даже 25, которые будут задания следом за 24 заданием, должны воспользоваться картами, которые даются. Эта страна полностью расположена в западном полушарии, то есть имеет западную долготу. Значит, открыв карту, учащиеся смотрят, что это за страны, расположенные в западном полушарии. Следующее, имеет выход к 3 океанам. К 3 океанам выходят только 2 страны. Это Соединенные Штаты Америки и Канада. Все остальное отпадает. Все остальные страны выходят или к 2 океанам, или вообще не имеют выхода к океану. На материке, где расположена страна, является 1-й по площади территории и 3-й по численности населения. Отпадает из 2 стран Соединенные Штаты Америки, потому что по численности это 1-я страна, соответственно, территория она уступает. А дальше уже поясняющий текст. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей промышленности. В международном географическом разделе труда она является поставщиком продукции горнодобывающей. Обратите внимание, машиностроения, металлургии, топливной, химической, лесной промышленности, а также сельского хозяйства. То есть по мере чтения описания, которое дается для учащихся, он работает с картой, убирает лишние страны и выходит к правильному ответу. Ответ в данном примере должен быть только один – Канада. 2 вариантов быть не может. Следующее задание, 25-й. И мы здесь видим тоже описание, но описание региона России, субъекта России. Сложность связана с тем, что в курсе экономической и социальной географии России мы не изучаем отдельные субъекты, мы изучаем экономический район. И вот в этом связана вся сложность работы учащегося. Он должен определить и рассмотреть. Но опять же, открыв карту, но уже карту Российской Федерации, он находит, что эта область, посмотрите, в тексте идет, расположена в европейской части России. Где Европа, где Азия, он разберется.
Она имеет выход к государственной границе. Это еще одна подсказка – государственной границы. Одна из основных отраслей промышленности – добыча железных руд и производство железнорудных окатышей. Значит, это район добычи железных руд. Машиностроение специализируется на производстве кузнечно-прессового оборудования, электротехнических изделий, оборудования для животноводства и кормопроизводства. Электроэнергией область обеспечивает расположенная на ее территории крупная АЭС. Это снова подсказка, потому что не так много атомных электростанций, которые имеются в нашей стране. Ученики их должны, как говорится, выучить не только их название, но и субъекты Российской Федерации, в которых они расположены. В пищевой промышленности используется местное сельскохозяйственное сырье на черноземных почвах. Выращивают зерновые культуры, картофель, сахарную свеклу, подсолнечник. И понятно, что мы выходим здесь на Курскую область. Конечно, для того, чтобы учащиеся лучше справлялись с подобными заданиями, необходимо давать учащимся подобного рода задания, составлять визитную карточку района, составлять визитную карточку региона, распределить. Пусть они найдут, поищут, составят небольшое такое описание, без указания самого района. Поработав с географической картой, потрудившись, они смогут по регионам выйти. Регионов в России у нас много, вы знаете прекрасно, и поэтому что нам пошлют в следующий раз? Какой регион? Какой субъект Российской Федерации? Мы не знаем, попадет именно к нам на территории Республики Коми. Но представление они должны, конечно, иметь об особенностях и каждого субъекта Российской Федерации. Самое-самое. Так, ну а теперь часть вторая. Это была первая часть. Видите, она все время усложняется, становится более емкой, требующей огромнейшего объема знаний со стороны учащихся. В первой части есть задание, как вы все прекрасно помните, когда не указывается, что нужно найти 3 ответа на поставленный вопрос, а просто выберите правильные ответы. И дается большой список. Поэтому это затрудняет. И учащиеся не всегда могут из 6 выбрать нужное количество правильных ответов. Иногда выбирают 3, а тут может быть и 4, и 5, и 6. Поэтому вот на это, пожалуйста, обратите внимание. Часть вторая. Мы тоже остановимся на тех заданиях, которые вызывают наибольшую сложность. Вот подобная задача, она присутствует уже не первый год. Подобная задача. Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1985 по 2010 год доля лиц старше 55 лет в возрастной структуре населения Мексики значительно увеличилась. Укажите 2 причины. И вот дается такого рода таблица по годам. Понятно, доля лиц указана 3%, а стало 6%. И спрашивается, почему? Понятно, что это зависит от уменьшения рождаемости или уменьшения доли детей. И второе, увеличение средней продолжительности жизни. Необходимо отметить, что даже если указывается, дайте 2 правильных ответа, принимается любое количество и умение анализировать подобную таблицу. Понятно, что к увеличению пожилых людей никакого отношения доля городского населения не имеет и является ошибкой. Следующее задание. Подобного рода тоже задания имеются. 30-е, вот вы видите выполнение 39,6%. Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и Б,
будет наблюдаться большее загрязнение атмосферы. Для обоснования вашего ответа приведите 2 довода. То есть эта работа требует умения чтения карт. Что мы тут видим? Мы видим залив. Пункт Б, обратите внимание, расположенный недалеко от залива. Мы видим пункт А, расположенный в межгорной котловине. Мы можем внимательно изучить условные знаки, какие отрасли промышленности имеются в этих странах, в этих пунктах. Простите, пожалуйста. Металлургия полного цикла, закрашенная черным цветом в пункте А, именно металлургия полного цикла, и является основным источником загрязнения. Следующее посмотрите. В пункте Б электрометаллургия. Это меньшее зло. Машиностроение там и там. Пищевая промышленность отмечена в пункте Б. То есть вот умение читать. А дальше уже анализировать. Поэтому ответ. Большее загрязнение атмосферы будет наблюдаться в пункте А. Он должен выйти на этот пункт, изучая карту, так как металлургия полного цикла загрязняет окружающую среду больше, чем электрометаллургия, а именно в пункте А и расположена металлургия полного цикла. Ну и пункт А расположен в межгорной котловине. Продолжая дальше, о межгорной котловине воздух будет застаиваться. Значит, если там, где пункт Б, всем ветрам, как говорится, свободен, и снос будет этого ветра, а здесь будет накапливаться. Вот правильный ответ, который ученик должен дать в задании 30. Сегодня довольно много заданий включается и связанных с экологией. Вы прекрасно знаете, что экологизация географии, как и других, пусть это уже будет, как и других, соответственно, предметов учебных, она существует, она имеется. Экологизация – это требование времени, и поэтому в разных заданиях, в том числе и в части 1, присутствуют задания, связанные именно с экологизацией содержания. Задание 32. Как мы видим, выполнение очень плохое. Около 31 всего лишь процента. Почему такое слабое выполнение? Потому что практически этим вопросом мы уделяем в курсе, при изучении курса, начальный курс физической географии. И к этому мы больше ведь не возвращаемся. Согласитесь. Ну, проверка есть проверка. И вот мы тут видим, определите географическую долготу пункта. Если известно, что в полночь по солнечному времени Гринвичского меридиана местное солнечное время в нем 9 часов 40 минут. Запишите решение задачи. Вот в течение уже нескольких лет появляется не просто 9 часов или 12 часов, а еще, обратите внимание, и минуты. Появляются минуты. Это усложняет работу учащихся. Перед тем, как выполнить данное задание, он может воспользоваться географической картой, которая представлена, или же сделать рисунок, как это мы постарались здесь сделать, схематически. 0 градусов долготы, 0 часов или 24 часа. И где какая долгота будет в том пункте? 9 часов, где 40 минут. Вот знак вопроса. Первым делом мы должны узнать разницу во времени. От 0 отнимаем 9 часов 40 минут. Разница во времени будет по сравнению с Гринвичским меридианом 9 часов 40 минут. А дальше уже необходимо сделать расчет. За 1 час Земля поворачивается на 15 градусов, поэтому 15 он может умножить на 9. Но однако еще у нас, кроме 9 часов 40 минут, чтобы ученик не путался,
то он должен составить пропорцию. 15 градусов – это 1 час или 60 минут, как вы видите, а х 40 минут, поэтому х 10 градусов. Соответственно, 15 умножаем на 9, прибавляем 10 градусов и получаем 145. Но так как вы видите здесь время в пункте больше времени на Гринвичском меридиане, значит, пункт расположен в восточном полушарии. И поэтому ответ он должен дать 145 градусов восточной долготы. Имейте в виду, что если было бы дано, что на Гринвичском полночь, а в пункте, допустим, 18 часов, то значит, он должен в данном примере из 24 часов вычесть эти 18 с копейками, если будет там сколько-то минут, и уже пункт будет расположен в западном полушарии. То есть здесь необходимо ученику объяснить, что есть линия перемен дат, и что очень важным является, что если время в пункте больше времени, чем на Гринвичском меридиане, или на каком-то меридиане, не обязательно Гринвичском, по сравнению с ним, потому что были задания по сравнению Санкт-Петербурга и так далее, то должно быть в сторону, соответственно, уже восточного полушария, если меньше, то западного полушария. Там уже расчеты должны будут сделаны. Ну и переходим к рекомендациям по подготовке обучающихся к ЕГЭ. Пожалуйста, Лариса Михайловна. При подготовке учащихся к ЕГЭ необходимо уделить должное внимание требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта к уровню освоения обязательной программы по предмету географии, обеспечению контроля у учащихся уровня сформированности основных умений и способов действий по географии, а именно обращаем внимание на такие разделы, как знать и понимать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. В начале учебного года провести диагностику с целью проверки уровня сформированности у обучающихся географических понятий, причинно-следственных связей, географической номенклатуры, умения использовать различные источники географической информации. При составлении диагностических работ по разделам курса включать задания из демонстрационной версии КИМ ЕГЭ с последующим анализом результатов и предусмотреть работу над ошибками. Ну а далее выявить контингент учащихся, ориентированных на сдачу единого государственного экзамена по географии. В течение учебного года учителю необходимо организовать проведение групповых и индивидуальных консультаций с обучающимися, а также информирование учащихся и их родителей о динамике результативности подготовки к экзамену. Вот на это очень важно обратить внимание, потому что мы определяем круг учащихся, который будет сдавать, а вот информация и выход на родителей, я считаю, тут является очень важным, потому что мы должны отмечать, что выучено, что не выучено, как идет движение подготовки по единому государственному экзамену. Какова динамика? Или мы остаемся на том же уровне, задали, и ничего не выполнено, ничего не сделано, потому что вы все прекрасно знаете, большой объем идет и номенклатурного материала, знание рек, знание озер, заливов и так далее, и так далее. А если ученик не учит, не выполняет требования учителя, то мы должны ставить в известность прежде всего родителей и законных представителей о подготовке. Обратить внимание на своевременное выполнение существующих пробелов в знаниях учащихся, а именно предусмотреть перед началом изучения каждого раздела курса время на диагностику сформированности важнейших компонентов содержания географического образования и определение необходимых аспектов подготовки,
являющихся опорными при изучении той или иной темы. Обеспечить актуализацию базовых знаний и умений, формируемых в первые годы изучения географии на уровне основного общего образования в процессе дальнейшего изучения географии. Уделить внимание формированию умений сравнивать и анализировать статистические материалы в части умения работать с абсолютными и относительными показателями. Вот тут тоже хотелось бы добавить. У нас по географии довольно много статистических материалов, которые даются при выполнении, допустим, таких очень важных вопросов и заданий, как определение естественного прироста, миграционного прироста населения, выявление стран, скажем, в сравнении, где сельское хозяйство лучше развито по населению и ВВП. Ну, а кроме того, относительные показатели, скажем, производства тех или других субъектов Российской Федерации, где идет прирост, а где, соответственно, убыль. И поэтому работа с статистическим материалом имеет очень большое значение в курсе географии. Обеспечить в учебном процессе выполнение всех видов практических работ, их немало, Да. а также обучение учащихся самостоятельной работе с различными источниками географической информации, уделять должное внимание формированию основных видов деятельности учащихся. Это вычисление естественного и миграционного прироста, убыли населения, вычисление относительных показателей отраслей экономики и ВВП, и показателей доли продукции в общих объемах экспорта страны, определение высоты Солнца над горизонтом, определение зависимости крутизны склона холма от частоты проведенных горизонталей, а также чтение климатограмм. Необходимо акцентировать внимание на отработку умений учащихся работать с текстовыми задачами, которые проверяют знания и понимание географической терминологии, проводить географический анализ текстовой информации, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Но и при изучении курса географии природы России необходимо уделить особое внимание формированию системы знаний геоморфологических, гидрологических, о географической оболочке и закономерностях ее развития, системе знаний об атмосфере и климатах Земли, уделить внимание понятийному аппарату, географической номенклатуре, работе со статистическим материалом, сегодня мы уже об этом тоже говорили, да? Установлению причинно-следственных пространственно-временных связей, работе с разными географическими картами, а также построению профиля. При изучении курсов экономическая и социальная география России и экономическая и социальная география мира уделить должное внимание ключевым вопросам, а именно отрасли и межотраслевые комплексы, факторы размещения производства, очень сложный вопрос, специализация стран, экономических районов и субъектов Российской Федерации. Изучение многих тем социально-экономической географии необходимо строить с опорой на знание общих физико-географических закономерностей, которые изучались ранее в курсах физической географии. Нацелить процесс обучения не только на передачу некоторой системы теоретических знаний, но и на формирование умений применять эти знания на практике в различных ситуациях. Время, необходимое для включения в образовательный процесс соответствующих видов деятельности учащихся, выделить за счет сокращения времени, отводимого на репродуктивные виды деятельности учащихся, в том числе пересказ изученного материала. Усилить работу по подготовке выпускников сдачи ЕГЭ по географии в течение последнего учебного года. Уделить внимание решению заданий части 2 в рамках элективных курсов, факультативов, дополнительных занятий, консультаций. Целесообразно организовывать уроки практикума в старших классах для выполнения практических работ, объединив их по темам или разделам программы.
И, конечно же, при подготовке выпускников к аттестации методическую помощь учителю и учащимся окажут материалы сайтов ФИПИ, Решу ЕГЭ, интернет-ресурсы для подготовки выпускников к экзамену, там материалы ЕГЭ по географии за прошлые годы, документы, регламентирующие разработку КИМ для государственной итоговой аттестации по географии. Это кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант экзаменационной работы. Перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к экзамену. Результативность подготовки учащихся к единому государственному экзамену по географии напрямую зависит от уровня компетентности самого учителя. Поэтому целесообразно проходить курсы повышения квалификации, например, по теме «Актуальный вопрос подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации», участвовать в методических семинарах по данной проблеме, делиться эффективными методическими приемами в организации образовательного процесса, позволяющими качественно и на высоком уровне осуществлять подготовку к единому государственному экзамену. Ну, вот это основной круг вопросов, которые мы сегодня решили осветить. осветить. Мы тут видим, что поступило, что, может быть, на следующем заседании будут рассмотрены вопросы ОГЭ. Мы это тоже запланировали. И уже непосредственно будем в следующем месяце примерно по этой же форме выйдем на ОГЭ. Это, соответственно, 9 класс. Мы тут видим, что 100% у некоторых сдают. Вот пишет нам Татьяна, гость, в нашей школе мало выпускников 11 класса, поэтому для меня более актуальная информация по ОГЭ в 9 классе. У меня сдают 100% учащихся. Понятно, что эти вопросы мы постараемся рассмотреть. Поэтому хотелось бы, конечно, ваше мнение, потому что тут где-то тоже была информация, что вышли на самые сложные задания. Может нам взять задания все от начала до конца, как вы скажете, и пройтись по этим заданиям, скажем, 9 класса. Но вы все прекрасно понимаете, что время всегда у нас очень небольшое, которое отпущено для такой встречи. И поэтому мы решили непосредственно взять только сегодня 11 класс, как вы все прекрасно понимаете, чтобы не путать и не включать вместе еще сюда и 9 класс итоговой аттестации. Да. Поэтому отдельно мы проведем по 9 классу и постараемся объяснить, на что внимание обратить учителям при подготовке учащихся. Конечно, в 9 классе учащиеся, кроме основных предметов, сдают еще и на выбор 2 предмета, и количество предметов раз увеличивается, то выбор учащиеся делают непосредственно на географию, биологию, считая их очень простыми экзаменами для сдачи. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. На что бы я еще хотела обратить ваше внимание? Но это прежде всего то, я уже сказала, что там, где написано «давайте 2 ответа» или 2 обоснования, то в течение последних лет принимаются все обоснования, которые учащийся дал. Это первое. Поэтому пусть он там через запятую раскрывает, объясняет, анализирует. Еще на что бы я хотела обратить внимание. Сама структура, она уже практически сформировалась. И по части, если мы говорим части 2, то обязательно присутствует построение профиля. Если мы научили строить профиль, то ученик построит. Если мы научили определять естественный прирост или миграционный прирост, то, соответственно, с этими заданиями он и справится. Или определить он должен, в какой стране сельское хозяйство
развито лучше. И здесь, конечно, при выполнении данного задания он должен рассчитать один из показателей или население, занятое в сельском хозяйстве, определить в процентах, или же, соответственно, долю ВВП. Но иногда там и там он считает, переводит, хотя уже указано в процентах, переводит совершенно непонятно во что. Так что, конечно, подготовка к ЕГЭ – это очень сложная работа, которая выходит на учителя, прежде всего предметника, географа в данном примере, и требует кропотливой работы, требует системной работы, требует не просто системной работы, но и заставить повторить огромнейший материал. Имейте в виду, что досрочно практически остаются задания те же самые, что и были в прошлый год. Но досрочно могут сдавать только те учащиеся, кто прошел географию досрочно. А вот когда уже дают за основной период, там всегда появляются новые задания. Новые задания до 2, чаще всего, разных появляется в каждом варианте. И это вызывает определенные сложности. Прошлый год, допустим, был о коралловых полипах. Понятно, что это уже там биология, география. На этом уровне мы решаем такие вопросы. И спрашивалось, какие условия необходимы для того, чтобы размещались коралловые полипы, делали свое построение там. Ну и, конечно, здесь уже указывалось прозрачные воды, теплые воды. Для учеников необходимо указать было достаточное количество минерализации, то есть солености, и достаточно в теплых, по-моему, водах. Да? Вот 2 примера. То есть мы не знаем, какого рода будут задания, но если ученик будет теоретически и практически подготовлен к экзамену, то он, конечно, справится. И те задания, которые постоянно встречаются из года в год, их можно, соответственно, отработать с учащимися, эти задания. Ну и, конечно, тут правильно пишут, что проводятся и курсы «Адресная помощь» по экзаменационным вопросам. И КРИРО ИПК организовывала прошлый год такие курсы, я проводила по ЕГЭ и ОГЭ, и еще планируют подобные курсы. Поэтому, конечно, при том, как вы хотите и будете включаться в работу, пожалуйста, спрашивайте, мы ответим на все ваши вопросы. Еще был вопрос включить в обсуждение подготовку к всероссийской проверочной работе. Как вы знаете, в этом учебном году во всероссийских проверочных работах по географии участвуют 6 классы, 10 и 11 классы. Да. А в 18-19 учебном году еще 7 классы, то есть нынешние 6-классники, они еще в следующем учебном году снова пройдут это испытание. Поэтому эти вопросы мы тоже попробуем рассмотреть. Да. Еще, пожалуйста, вопросы. Угу. Да. Вернемся, да, к первому? Да, вернемся к первому. Там было еще написано, что да, задача учителя, мы согласны с этим, что одна из задач – это умение работать с географической, конечно, картой. Несомненно. Но Олимпиада на то и Олимпиада, как вы все прекрасно понимаете, что требуется другая немножко подготовка и другие требования к Олимпиаде, куда мы отправляем самых сильных, самых достойных учащихся. Поэтому, конечно, да. Одна из задач географии – умение пользоваться картами – это умение базового уровня, а на Олимпиаде проверяется умение, конечно же, которое находится за пределами школьной программы. Географии, конечно. Школьной программы географии. Еще, пожалуйста, вопросы.
Что будет? Ну, пока по графику ВПР. Вот у нас в приказе прописано. Посмотрим, может и не вход. Да? По графику ВПР. Российская проверочная работа. Еще, пожалуйста. Поступали вопросы, где найти план заседаний, протокол заседаний и положение о Республиканском методическом объединении учителей географии. Можно найти на портале «Открытое образование», раздел «Республиканские методические объединения», предмет «География», документов, где находятся все вот эти сведения. Ну, значит, план заседаний, он примерный. Вот мы уже подкорректировали немножко и тематику, и даты. Следующее наше заседание состоится в феврале, ориентировочно где-то в середине, Да. февраля. Поэтому пишите. По итоговой аттестации 9 класса. Да. Поэтому пишите ваши вопросы, проблемы. Да, Мы постараемся осветить, конечно. Но вы поймите нас, мы тоже не можем все от начала до конца. Если какой-то вопрос у вас вызывает сложности и трудности, мы на него постараемся ответить. Еще поступили вопросы? Мы на эти ответили. Все. Спасибо вам за положительные отзывы. Спасибо, да, за положительные отзывы. Еще нужно подождать. Да? Все. Спасибо большое. Всего доброго, успехов вам. И до новых встреч. До свидания. До свидания.